Всем привет, я Актилия Капаров. В первой части этого выпуска вы узнаете, владельцем каких торговых центров стала семья Наримана Тюлеева, когда он работал гендиректором Кыргыз-Темиржолу и мэром Бишкека. А во второй части мы покажем, какое конфискованное имущество государство обратно вернуло этой семейке. Поехали! В народе уже на протяжении многих лет ходят слухи, якобы Нариман Тюлеев сколотил огромное состояние, будучи государственным работником. А это его биография. И судя по ней, наш главный герой еще с советских времен трудился в поте лица. Трудовую деятельность Тюлеев начал в 1985 году мастером передвижной механизированной колонны. Затем, вплоть до 2005 года, работал на руководящих позициях в различных акционерных обществах и госпредприятиях. А уже в 2005 году он стал главным железнодорожником Кыргызстана. И тут начинается самое интересное. Объясню почему и по порядку. По данным Cactus Media, в собственности Тюлеевых находится как минимум 15 организаций. И 5 из этих компаний были зарегистрированы именно тогда, когда Нариман Тюлеев был гендиректором Кыргыз-Темиржолу. Об этом свидетельствуют данные сайта Минюста. Но давайте я перечислю. Это ОСО Ташболот Холдинг, Рахат Пелес, охранное агентство Snake, компания Sunway и Terranova. Дорогой зритель, если вы думаете, что на этом все закончится, то вы ошибаетесь. Так что идем дальше. В 2006 году отец тогдашнего гендиректора Кыргыз-Темиржолу Наримана Тюлеева, Ташболот Тюлеев и некий Жетиген Мааданов становятся владельцами земли на Киевская 128. Сейчас здесь находится торговый центр «Караван». Давайте посмотрим, как строили это здание. Спутниковые снимки показывают, что стройку начали в 2005 году, а уже в декабре 2006 года мы увидим нынешний облик «Каравана». И в тот же месяц того же года собственником становится ОСО «Торговый центр «Караван», оно же ОСО «Ташболот Холдинг». Соучредителями Ташболот Холдинга числятся очень много Тюлеевых. Спустя 10 лет, в 2016 году, центр переходит в государство. Итак, караван торговых центров продолжает свой путь. Это торговый центр «Весна». Раньше он назывался Рахат Пелес. В 2006 году участок принадлежал мэрии Бишкека, но был в пользовании компании Аян Рен, оно же Рахат Пелес. Согласно спутниковым снимкам, в 2005 году торгового центра еще не было. Но не тут-то было. В 2008 году Наримана Тюлеева назначают мэром Бишкека. А уже в конце мая того же года Рахат Пелес становится собственником участка. Сайт Минюста сообщает, что руководитель этой фирмы дочь Тюлеева Назгуль, а учредители брат Нарынбек и Ташболот Холдинг. И как ни странно, спустя год на месте участка начинается строительство очередного торгового центра родственников мэра Бишкека. Напомню еще раз, с 2008 и до апрельских событий 2010 года Нариман Тюлеев работал мэром Бишкека, а это торговый центр ГУМ. Сайт кадастра говорит, что у него 2 кадастровых номера. И проверяем один из номеров и узнаем, что в 2009 году собственником становится ОСО «Ратеос». Компания зарегистрирована в том же 2009 году и учредителем числится мать Тюлеева Ченар Нурманбетова. Сейчас комплексом владеет Ташболот Холдинг. Давайте теперь перейдем от количества к качеству. А это здание Сапат. И через сайт кадастра узнаем, что до 2009 года участок принадлежал мэрии Бишкека, но был в пользовании, а затем и аренде у фирмы Экспострой, который также принадлежит родственникам Тюлеева. И в апреле 2009 года собственником становится вся та же компания Ташболот Холдинг. И уже в 2016 году государство становится собственником этого здания. Запомните это, чуть позже мы вернемся к Сапату. И в качестве бонуса мы покажем еще одну недвижимость Тюлеевых. Этот дом находится в одном из элитных районов недалеко от госрезиденции. Кадастр нам сообщает, что в 2009 году сын Наримана Тюлеева Санджар стал владельцем. И опять же в 2016 году государство забрало себе это строение. Прошу вас запомнить и этот особняк. Итак, и что же было дальше? После кровавых апрельских событий Нариман Тюлеев становится депутатом парламента от партии Атаджурт. И в 2012 году он был обвинен в коррупции. По данным «Спутник Кыргызстан», суд приговорил Тюлеева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. И в мае 2016 года он вышел на свободу и вернул в казну более 60 миллионов сомов.
И после октябрьских событий прошлого года Тюлеев вдруг становится первым вице-мэром столицы. Но недолго, всего лишь на 2 дня. А весной этого года его партия Акбата поучаствовала в выборах городского кенеша, но даже и ее итоги были отменены. Сегодня вы узнали о караване торговых центров Тюлеевых, конфискации имущества и попытку вернуться в большую политику. Но это еще не все. В конце сентября 2021 года СМИ сообщают, что государство вернуло Тюлееву часть торгового центра «Караван», а Тюлеев передал государству 11 квартир. Решение суда 2013 года Тюлеев решил оспорить. И 17 сентября 2021 года его заявление о повороте исполнения приговора Ленинского районного суда Бишкека в части конфискованного имущества удовлетворили. Тюлееву вернули часть подвала и первого этажа торгового центра. А в документе кадастра говорится, что строение на Киевская 128 перешло Ташболот Холдингу 27 сентября этого года. И в тот же день ОСО Ташболот Холдинг обратно становится собственником здания Сапата, но всего лишь на несколько дней. В начале октября государство снова забирает это здание. А что касается конфискованного дома в районе госрезиденции, то его тоже вернули семье Тюлеева в начале этого месяца. А дальше по списку. Конфискованную квартиру в центре Бишкека на бульваре Иркиндик, дом 14, тоже вернули Тюлееву. Еще одна конфискованная квартира на Токтогола 86/1 обратно перешла на Риман Улу Бакыту. А тут квартира на Умиталиева 41 от государства перешла к Нарынбек Кызайджан. По открытым данным мы смогли определить только эти ранее конфискованные объекты. Дорогие друзья, как вы думаете, Нариману Тюлееву повезло, что сменилась власть или нет? Короче, спустя год после прихода к власти Камчебека Ташиева и президента Садыра Джапарова конфискованные объекты стали возвращать семье Наримана Тюлеева. Мы можем только порадоваться за него. А если и завидуете удачливому экс-чиновнику, то, как говорят сторонники Садыра Джапарова, туз джалагла. С вами был Актилек Капаров, до новых встреч, а я пока схожу в торговый центр.